ссылается, Бог был всегда, поэтому Он вечен. Но есть такое понятие, попробую объяснить, чтобы можно было понять нашим умом. Почему мир Божий, он вечен, и он был всегда. И почему любая материальная вселенная, подчеркиваю, любая, наша в том числе, она ограничена и она временна. Давайте посмотрим, как устроена наша Вселенная. Она динамична. У нас нет ничего, вообще ничего, ни одной частички, ни одного проявления энергии, ни одной волны, чтобы оно не двигалось. Мы постоянно находимся в движении. И вот это движение, оно задает нам время. Или же время порождает движение. Здесь не важно, здесь тоже можно спорить долго по этому факту, но это сочетано. Движение и время. Раз есть время, все будет конечно. Раз есть движение, оно когда-то остановится. То есть иссякает энергия, которая задает этот импульс движения, и все перестает существовать. И все вот эти уплотнения энергии, они распадаются. Почему я говорю уплотнение энергии? Потому что если мы углубимся в мир, в микромир, наш микромир, туда, за квантовый предел, то мы придем от частичек, мы придем к энергии, к волне. А волна, она тоже, извините, из чего-то состоит. И то, из чего она состоит, тоже имеет, скажем, определенные характеристики. Пока для нас это все, всего лишь слова. Хотя в древности это знали и в древности это описывали. Мы сейчас можем найти исторические подтверждения тому, что тысячи лет назад описывалось устройство мира на микроуровне. То, к чему мы только сейчас приступаем. Мы еще не знаем, что такое квантовый мир. Мы не знаем законов квантового мира. Мы лишь догадываемся. Единственное наблюдение, которое провели и до сегодняшнего дня не можем осознать, почему, это взаимодействие спутанных частиц, да? Что они парадоксально себя ведут вопреки логике нашей физики, скажем так. Но физика микрочастиц, она отличается абсолютно. А то, что находится за ними, оно кардинально отличается даже от того микромира. А вот что такое мир духовный, который находится за пределами Вселенной? Он статичен, в нем нет движения. И вот здесь наше сознание тоже это не может воспринимать. Как это? Жизнь есть, жизнь очень, скажем, динамичная. Почему? Потому что в мире Божьем всегда есть радость, всегда присутствует масса красок. Мы краски воспринимаем в каком? Цвета, краски, свет. Мы воспринимаем как некое движение. Да? То есть у Жизнь нас… это всегда движение, это сознание. Да. А свет? Разве это не движение? Свет невозможно остановить. Мы не можем создать условия, в которых свет остановится. Замедлить можем при особых условиях, но остановить не можем. И то, я скажу так, вот проводят сейчас эксперименты некоторые, когда происходит замедление движения, там специальные температуры, газ специальный, все довольно-таки сложно. И замедляется скорость движения света в этих условиях. Но сам эксперимент проводится на нашей планете, которая движется вместе с Солнечной системой, движется планета в Солнечной системе вместе с галактикой. Это все равно движение. Это огромное движение, если мы углубляемся в микромир. Там скорости колоссальные. И вот эти вот скорости, огромные скорости, в которых движется микрочастица, они и задают конечность, они же и создают время, но они же и порождают то, что мы называем гравитацией, то есть взаимодействие микрочастиц. Ведь взаимодействие макрообъектов, оно не создает гравитацию. Гравитация порождается на микроуровне. Да. Но мы не будем сегодня поднимать тему гравитации. Это интересная тема, конечно, не сегодняшнего дня.